В эти минуты в Театре оперы и балета проходит закрытие международного фестиваля «Сыктывкар-Сатулыс». В особенный и знаковый вечер для зрителей организаторы мероприятия подготовили большой гала-концерт. На сцене храма Мельпомены выступают солисты оперных и музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Прямо сейчас на связи моя коллега Наталья Юрина. Наталья, добрый вечер. Много ли пришло зрителей на закрытие фестиваля? Здравствуй, Евгений. Закрытие фестиваля проходит с аншлагом. Это неудивительно, ведь сыктывкарцам придется соприкоснуться с творчеством именитых артистов. В этом году Сыктывкарская весна приурочена к столетию республики. Традиционный концерт – это своего рода финальный аккорд Сыктывкарской весны. Сейчас мы поговорим с руководителем театра Дмитрием Степановым. Он расскажет об атмосфере фестиваля. Чем запомнится зрителю этот фестиваль? Фестиваль запомнится в первую очередь, наверное, прекрасным настроением. Наконец, после долгих ограничений нам разрешили работать на полный зал. Вы сами видите, что публика заполняет залы битком. Интересной особенностью фестиваля стало то, что практически перед каждым вечером, особенно перед премьерами, на улице стоит огромная очередь. В рамках этого фестиваля у нас очень интересная программа. Целый фейерверк выдающихся гостей. Это Пермский театр оперы и балета. Это ведущие солисты Большого театра, Мариинского театра, московских театров имени Станиславского и Немировича Данченко, новой оперы и других театров. Две крупные премьеры на этом фестивале. Впервые мы смогли сделать в рамках фестиваля две премьеры. Это «Фиалка» Монмартра. Легкий, веселый, очень интересный спектакль. Ну и грандиозная премьера национального балета «Егморт». Это 5-я редакция. Балету в этом году исполняется 60 лет. Я считаю, что мы сделали огромный шаг вперед в плане технического совершенства нашей работы. Это очень сложные динамические декорации, это современная хореография. Это очень интересный крупный проект. Насколько знаковыми стали для театра премьерные постановки? Вы знаете, любая премьера – это всегда вызов. Это вызов всему коллективу театра, и творчеству, и тем, кто создает эти спектакли. Я думаю, что у нас получились очень интересные спектакли. Более того, в мае месяце у нас будет еще одна премьера. Это уже последняя премьера в входящем сезоне. «Видеть музыку, слышать танец» называется она, 13 и 15 мая. Это вечер-дивертисмент, который делает Андрей Меркурьев, главный балетмейстер нашего театра. Я могу еще добавить, что премьерные спектакли мы повезем на гастроли в Москву и Санкт-Петербург в мае месяце, и в июне месяце в рамках празднования столетия Республики Коми. Спасибо, Дмитрий Николаевич, за беседу. Приятного вечера. Ну, а я продолжу, что сыктывкарцы премьерные постановки смогут увидеть в новом сезоне. Евгений, передаю слово в студию. Спасибо, Наталья. Напомним, на прямой связи со студией с торжественного закрытия фестиваля «Сыктывкар-Сатулыс» была моя коллега Наталья Юрина.